Теперь это не сойдет никому с рук. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как дополнение к закону теперь приструнят местные власти. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Половина опрошенных граждан Таджикистана заявила о высокой коррумпированности режима Рахмона. Структура Рустами Эмомали, то есть сына президента Рахмона, Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана провела опрос среди населения страны. Согласно результатам опроса, половина опрошенных считают, что самыми коррумпированными являются органы власти. В Таджикистане внесли дополнение в закон о местных органах власти. Теперь председатели регионов могут увольнять за организацию больших свадеб и незаконную продажу земельных участков. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о внесении дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о местных органах государственной власти. Изменения внесены в статью 22 данного закона. Теперь глав областей, городов и районов могут освободить от должности при несоблюдении требований законодательства о противодействии коррупции, об упорядочении традиций, торжеств и обрядов, а также при намеренном принятии незаконных решений о предоставлении, изъятии и закреплении земельных участков. По данным Госкомитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана за первые 3 месяца 2022 года выявлено 3476 фактов нарушений земельного законодательства. По 3108 фактам возбуждено административное производство и наложено штрафов на сумму 1 559 551 самани. Коррупция, коррупционеры. У меня на взятки денег нет. Ну, если отрубить руку, то... За четко шанс меня. Дар Таджикистан коррупция хаст? Хасо. Для правовой оценки в органы прокуратуры направлено 284 материала, в службу исполнения направлено 137 материалов о принудительном взыскании штрафов. Как вы относитесь к такому дополнению? Как вы думаете, будут ли они работать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Да, мы давно заман стоит, корой да пешироше, кораги сранаше. Хама коррупционеры, вот я уже То есть в причинах увольнения будут написаны нарушения именно этих пунктов. Ранее за вышеуказанные действия главы регионов освобождались от занимаемой должности на основе заявлений об уходе в отставку, решений об ограничении дееспособности или признании недееспособности или обвинительного приговора суда. Тем самым никто не знал, чем они занимались, но теперь это не скрыть. Основанием для увольнения также могут стать постоянное невыполнение служебных обязанностей, прекращение гражданства Республики Таджикистан и приобретение гражданства другого государства. Постановление было принято Нижней палатой парламента 20 апреля и одобрено Верхней палатой 30 мая. Напомним, что по закону только президент Таджикистана имеет право освобождать от должности председателей местных властей. Как вы относитесь к такому нововведению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!